Кто-то мне говорил, что комары вообще не ходят. Ходят еще как. Вон он. Это прямое доказательство для того, кто мне такое пишет. Смотрите, как они ходят. А мне написали, что комар сел, все, сидит. Он не ходит, он сел и уже начинает кусать. Вон там с кровью он уже напился, и откуда он прилетел такой. Вот так, ребят. Так что, если не знаете, лучше промолчите. Умничать не надо. На, блин. Фу-фу-фу. Жара. Хоть ветерок какой-то есть. Запах вкусный. Да. Кедровые шишки. Просто надо понять, когда вот это собирать. Именно какое время. Может, я рано пришел. Может, еще что. Не знаю. Давно уже я не ходил за этими шишками. Но на будущее будем уже знать, где собирать, где искать. Вон кедрать. Короче, идем дальше. Пошли, Тулан. Не в ту сторону идешь. Вершинка от шишки. Первая мини-шишка. Метров 200, наверное, уже прошел. Рябчики взлетели. Штука 3, а совсем мало их. Он летает. Ну, уже крепкие. Звук крыла такая уже мощная. Но совсем мало. 4 штуки, наверное, было. Хотя у рябчика выводки примерно 12 штук. В среднем 12 штук. Да, не урожай в этом году. И люди так говорят, что мало там встречают этих выводков. Хотя корм есть. Может, еще будут. Осенью прилетят с других областей, где вот корма нету, ягод нету. Оттуда могут. Черника-то у нас в этом году море. Вот следы. Оленей лось прошел. Ай. Тут лёжка, наверное, какая-то. Похоже на лёжку, как старая лёжка была. Береста на капкан. Вон она. Капкан ставить вот сюда. Бахнуть бы сюда. Капканчик на куницу.
Не похоже на лёжку, но непонятно. Так. Что-то совсем мало стало. На обратном пути вот два, как сказать, остатки шишек и все. Целого я еще не нашел. Надо направление, наверное, другое взять. Что-то тут нема шишек. Ну вот на дерево посмотришь, на самой верхушке. На самой верхушке, ну, с десяток может быть, не больше. А на земле вообще нету. Да не может быть. Ха. Вон он, ребят, нашел, наконец-то. Знаете, сколько я сейчас прошел уже? Я уже... Надежды никакой не было. Вот, первый, целый. Ну, там еще 2 штучки. Блин. Вообще нету. Что есть, они на вершинках. Птицы не помогают мне сейчас. Как-то до обеда еще более-менее я находил, а сейчас вообще пустой. Еще один. Этот пустой. Штук 20 деревьев, блядь. Проверишь? Одна шишка только. О. Маленький. Маленький. Вон вторая. Тоже маленький. Что-то совсем мелкие. Чуть не проскочил. Еле увидел. Ну, свежий. Короче, я прошел вон там. Но там сыро. Хотя деревья тоже есть, но одну шишку только нашел. Без... Ну, вот этот. Без съемки. Короче, чем сырее, чем сырее, тем меньше этих шишек. Вот я очередная, как сказать, очередной кедр и увидел вон там шишку, поэтому включился. Прям ямы свежие. А вот еще вторая. Тоже свежая, между прочим. Вон третья даже. Вот это я попал. 4-я. Ни хрена. Это джекпот. Это джекпот. 4 штуки. За мои старания, за все труды, что я там прошел, блин. Ё-моё. Час, наверное, где-то примерно там проходил. Ни одной шишки. И здесь под одним деревом 4 штуки. Не знаю, кто вот это там. Наверное, птицы еще так их роняют. И он грызут. Вон шелуха везде раскидана. Он там шелушат. Ну и еще. Вон. Вдобавок они скидывают на землю. Вот это да. Круто я попал. И все, закончилось. Вон там рядом еще одно дерево. Ой, бля, кусают. Жесть. Тут тоже уже обгрызли все. Но я минимум стараюсь снимать, как бы, ребят, чтобы
экономлю батарею. У меня еще одна батарейка осталась в запасе. Тут уже, к сожалению, нету. Вот видишь, вон там еще дерево. Где-то есть, а где-то нету. Вот я сколько прошел сегодня. Ё-моё. Сколько деревьев я сегодня проверил. Везде пусто, пусто. На вершинках есть они, но знаете, они же на самом конце, на макушках деревьев там. Туда не достать. Вот. Ну я уже просто надоедает уже. Как бы, наверное, я буду выходить потихоньку. В сторону лодку буду идти. Все. Что попало на вот то дерево еще не проверил. Большое дерево. Голова уже кругом идет. Да, там прошел. Этот еще не проверил. Это один в один, как будто я грибы собираю. Точь-в-точь. Так смотришь? Внимательно надо смотреть. Фу. Очень внимательно. Они могут быть в яме, там, в мох они падают с высоты. В мох они втыкаются. Или вообще нету. Фу. Так. Так что... Так что... Как повезет. Тут я, наверное, уже был. Крупный. Перед этим еще, наверное, 2 штуки за кадром было. Я нашел. Ну, вот столько уже. Ну все, ребят, я отдыхаю. Посижу и обратно пойдем к лодке и буду сплавляться по реке. Тут, ну, как сказать, вот этот кедровое место заканчивается и дальше уже начинается ельник. Чаща, ельник. Удалось собрать, ну, примерно 5 литров. Я рассчитывал на больше. Я взял мешок, думаю, там мешок соберу. Потому что я знаю, деревьев очень тут много. Но урожай, конечно, на самой кончике деревьев. Туланы заколебали уже, эти тоже. Но в основном сейчас мухи. Очень много мух. Вот сейчас после обеда, как вот я посидел, попил там чай, на обратном пути вот столько собрал. Ну, как и говорю, где-то получилось 5 литров. Я вообще не рассчитывал, что вот столько я наберу. Я в холостую столько шел, блин. Очень много. Нету и все. Потом один, второй, как-то вот. Пол шишки там выжил. Все я взял. Как бы птицы поделились со мной. Они клевали, пол шишки вон там. И вот посмотреть. Вот этот, если посмотреть, вон, смотрите. Что-то проверяют и оставляют. Вот этот, смотрите. Если подумать, тут уже ничего нету, но вторая половина, меньше половины еще. Как сказать? Еще там
есть орешки. А бывает попадают вот такие красавцы. Вот. Бывает вот такой самый кончик. Шишку полностью там съели вот эти звери. Ну, в основном, наверное, вот эти сойки, черные вот эти дятлы, ну и белки тоже, конечно же, куница. Все тут обитает, потому что тут уже настоящая тайга, промысловая тайга. Тут безлюдно, меньше людей. Но один-второй охотник пройдет и все. Это не то место, где куда может заехать машина. Там проходной двор. А тут безлюдно. Вот поэтому я и тут нахожусь. Потому что тут спокой, тишина. Ни с кем ты не встречаешься. Можешь встретить там зверя какого-то. Ну вот сегодня там это олень вроде как был. Я так думаю. Но я не видел. Я даже не слышал, что вот хруст какой-то. Но как лаяла собака, и вот этот звук, который издал кто-то, я думаю, что это олень. Ну, в двух местах собака облаяла, и Тулан тоже очень вяло себя ведет. Очень вяло ведет себя, потому что очень жарко ему. Ну и сейчас не осень еще, как бы осенняя охоте, когда ты с ружьем на плечах, собака уже видит тебя, что ты идешь на охоту, взял его на охоту, и он становится очень активным. Вот смотрите, сразу сколько комарей. Вот, считай, штук 20 комарей сейчас уже начали пить у него разом кровь. Представляете, сейчас что творится там? Лоси, олени, медведи там, волки, лисы. Да все живое. Они просто им очень тяжело. Тула. Кулик это. Кулик. Кулики уже домой, все. Они уже мешки собрали, уже домой летят на юга. Вот. Ну что еще сказать, ребят? Вот я говорю, что это я второй раз за свою жизнь, наверное, второй или третий раз, наверное, решился за этими шишками кедровыми сходить. В принципе, мне понравилось сегодняшний поход за шишками. И думаю, в будущем году и дальше я один раз в год но буду ходить так. Это похоже на сбор грибов. Ходишь, ищешь. На вершинке бесполезно смотреть, они очень высокие, там 20-30 метров, и там десяток только шишек, туда не подняться. Но вот просто у меня такой вопрос. Когда именно собирать шишки вот эти кедровые? По каким признакам, что вот уже все, пора? Вот, это для сибиряков, кто смотрит, наверное, лучше, думаю, правильнее ответят. И, как сказать, еще второй вопрос такой. Вот первый вопрос, в какое именно время собирать? По каким признакам, вот, когда вот пора пришла вот сбор этих шишек? Я думаю, вот некоторые шишки, они молодые еще. На мой взгляд такой. Они белые вот такие вот. Ну и может такие должны быть. И второй вопрос, вот как сказать, эти шишки сами по себе с деревьев выпадают или нет, мне интересно. Или до конца сезона, может и целый год они там
на ветках и остаются. Или они какое-то время, может, шишки созрели и они выпадают. Или они так и должны висеть до конца своей жизни там на деревьях. Вот если кто знает именно вот на эти вопросы, ответьте, пожалуйста. Мне это интересно, и что в будущем уже как-то, чтобы уже я мог именно вот прийти в то время, самое вот, когда уже пора собирать вот эти шишки, и буду дальше на своих походах собирать и показывать такой формат. Сбор кедровых шишек. Вот так. Я наелся морожки сегодня. Все хорошо, нагулялся. Я устал. И сейчас я обратно буду идти. Идти немало еще. А там уже, ребят, я возле реки включусь. И еще, может, буду рыбачить, плыть по реке. Вот так. А сейчас я дальше пью минералку и соберусь и газку к лодке. Вот такой урожай, ребят. Вот такой урожай. Не подумайте, что все тут у меня кривые, вот такие пустые. Вон они, все здоровые. Вон. Мелкие, конечно, но что поделаешь. Лучше, чем ничего. Да, Тула? Пойдем сейчас. К лодке пойдем. Все равно придется переплыть. Давай, лок. Тут достанет скоро уже лапы. Достали уже. Монашче. Давай. Молодец. Вот и все. Ты на своем берегу. Я до поворота так буду плыть, потому что тут мелко совсем. Короче, кидай, не кидай, без толку. Такая трава и ни одной рыбы. Или днем он где-то у дна сидит. Ой, ну соберусь-ка я, ребят, наверное, и буду плыть. Потому что я время теряю. У меня работа еще выше крыши. Мне этот спиннинг быстро надоедает. Самые окуневые места проплываю. Здесь по осени много окуней ловят. Ну и тут яма хорошая. Коряги очень много. Вековые коряги тут на дне.
Вон туда. Вон. Туда, вон. Вот. Евроизба. Смотрите, как можно переносить лодку. Удобно. Легко. Все здорово. Вон там еще метров 150. Можно было при желании до сюда доехать на машине, но... Так, сейчас, наверное, зайду. Зайду, глотну лимонада. Не лимонада, минералка. Фух. Все чисто. У Коли, у Андрея. Чолом заракарка. Так, подожди. Это профнастил. Вроде не было. Или было уже? Что-то я не помню совсем. Ла. Чолом заракарка. Ну вот. Ух. Посидеть, отдохнуть. Не тканкой обшили, сейчас светло стало. Еще четко. Дрова на затопку. В избушке тепло. Окно большое, греет избу. Ой. Хоть ложись и спи. Что-то я устал. В избу приедем. Надо плотно покушать и где-то полчаса просто полежать, отдохнуть, спать тулан. Да. Так что, Андрей, привет тебе, если смотришь. В избе все хорошо. Вроде даже на стол мыши даже не залазили. Матрасы. 7 слоев тут матрасов. Там немножко просачивается дождевая вода по трубе. Возле трубы надо посмотреть. Ладно, изба. Спасибо этому дому. Пойдем к другому дому. Все хорошо. Это самодельный поджопник. Заготовили банные веники. Да, ладно. Веники в этом году хорошие. Так. Я лодку так и буду нести. Потому что эта лодка еще мне сегодня пригодится. Так что... Так, это тоже чудем. Это чудем. Ну все. Пошли туда.
Ну вот, наш танк стоит. Сейчас загрузимся и газку. И газку, ребята. Так, или что там вообще? Так. Hola, mole.